85%. Именно столько обращений, которые сейчас поступают в МФЦ, касаются Росреестра. И как сегодня рассказали в этом ведомстве, свои услуги они все больше переводят в электронный вид, и это должно привести к трансформации работы и самих МФЦ. Курс взят на то, чтобы людям достаточно было войти в личный кабинет через свой гаджет и в электронном виде оформить все необходимые документы. Постепенно и облик МФЦ должен успевать за цифровой трансформацией. А гражданин будет выбирать, где ему удобно получить услугу. Лично, посещая МФЦ, или из любой точки, где есть компьютер. Какие есть ноу-хау и что полезного можно перенять, специалисты российского Росреестра обсуждали с коллегами Белорусского госкомитета имущества. Так россиян заинтересовало, что в Беларуси сохранились государственные кадастровые инженеры, а белорусам приглянулась российская технология массовой кадастровой оценки недвижимости. Вопросы также связанные с роботизацией типовых административных процедур представляют тоже повышенный интерес создания цифровых архивов. Свои наработки представил Татарстан. Сейчас в республике более 90% государственного документооборота проходит в электронном виде. Создана виртуальная карта республики, и на земельный надзор поставили беспилотники. Росреестр Татарстан реализовал большое количество масштабных проектов. Это позволяет нам развивать намеченные планы и удерживать лидирующие позиции республики. По итогам встречи подписали соглашение о сотрудничестве. Также решено выпустить совместный туристический атлас, куда войдут достопримечательности России и Белоруссии. Дмитрий Айринин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.